Ахмед Халидович, скажите, по поводу мобилизации внутри Чечни на войну в Украине и по поводу свободных чеченцев, которые сражаются здесь со стороны Украины, вы можете рассказать, о каких количествах идет речь? Каким образом, возможно, диаспора рекомендует оставшимся людям Чечни не принимать участие в конфликте? Татьяна, это очень для нас очень больной вопрос. Сам факт того, что Путин привлек чеченцев во время российской агрессии против Украины, это было для нас очень серьезным испытанием для всего чеченского народа. И первое, что мы сделали, наше правительство, 24-го Путин совершил агрессию, 26-го мы провели заседание Государственного комитета деоккупации ЧРИ, которое я руковожу, и было принято решение о том, что мы начнем формировать батальоны для отправки Украины в поддержку отражения российской агрессии. И с этого времени мы начали этот процесс. И сегодня на стороне украинцев и в иностранном легионе находится достаточное количество чеченцев. О чем количество их я не могу сказать. Я думаю, этот вопрос вы должны будете задать вашим военным, потому что я не имею права в одностороннем порядке говорить на эту тему. Относительно чеченцев, которых отправляют из территории Чечни, так называя кадыровцами, да, на первом этапе это были кадыровцы, люди, которые входили в структуры Национальной гвардии России. Они должны были выполнять функции полицейских, когда Путин был уверен, что Киев сдастся, и вот их привлекли для того, чтобы они выполняли функции полицейских, наведением порядка. Даже бронетехника, на которой они перемещались, это была легкая бронетехника, включительно с автозаками. То есть они должны были уже забирать людей после того, как оккупируют страну или Киев и другие крупные города. Вот те, кто выйдут на протесты, не согласны, вот их задача была усмирить вот этих людей. Но несмотря на это, для чеченцев это было вызывающим акт, потому что сам факт, что чеченцы вместе с русскими вторглись в Украину, чеченский народ и чеченцы, которые пережили страшную трагедию, и практически это были дети, которые выросли под российскими бомбами, которых Путин отправил в Украину в качестве пушечного мяса на самом деле, и продолжает это делать и сегодня. Мы со своей стороны пытаемся влиять на эти процессы, мы ведем работу с теми, кто находится дома, но то, что сегодня исключительно в пропагандистских целях Россия выдает за чеченцев, которые едут в Украину, это не соответствует действительности. Как на самом деле это происходит? Если вы помните, когда Путин объявил о мобилизации, первые акции протеста начались в Чечне, и чеченские женщины вышли первыми. Потом это переключилось на Дагестан. Этих женщин с тех пор забрали, и есть информация, что некоторые их уже нет в живых. Но, несмотря на все это, Кадыров был вынужден объявить, что он прекращает мобилизацию. То есть, что мобилизация не коснется чеченцев, что якобы чеченцы уже перевыполнили план по мобилизации. Но, несмотря на это, Кадыров продолжает делать это. Но как это происходит? Пригожин вербует в местах заключения людей, или они привозят со всей России людей, которых должны отправить в Украину, их привозят в Чечню, они проводят там так называемую военную подготовку, и уже оттуда их отправляют как чеченские отряды, которые едут в Украину. В числе этих людей просто минимальное количество чеченцев. И там находятся только те, которые оказались штрафных, которые были через шантаж, через угрозы родственникам отправлены в эти отряды. А так сегодня такого большого количества людей, чеченцев, направляющих в Украину, с Чечни нет. Это на самом деле все те люди, которые собирают со всей России.